Проект закона о республиканском бюджете на 2021 год не принят во втором чтении на состоявшемся 30 декабря заседании сессии парламента. За такое решение проголосовали 17 из 28 присутствовавших на заседании депутатов. Принятию решения предшествовало активное обсуждение законопроекта, которое началось с предложений Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам о внесении некоторых поправок. Коллеги, с учетом утвержденного индикативного плана социально-экономического развития на 2021 год, заключения контрольной палаты и рекомендаций коллег депутатов в связи с ситуацией распространением коронавирусной инфекции и энергодефицита в Республике Абхазия, профильный комитет предлагает внести следующие изменения по доходам и расходам в представленный проект республиканского бюджета на 2021 год. Сокращение по расходной части по разделу 0405 «Сельское хозяйство», раздел 0420 «Национальная экономика» на мероприятия по восстановлению и развитию сельского хозяйства сократить 50 миллионов, что на 35 миллионов рублей больше показателя 2020 года. По разделу 0410 «Другие вопросы в области национальной экономики», раздела 0420 «Национальная экономика» на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства сократить 50 миллионов. Итого по доходам 100 миллионов. Предлагается с учетом утвержденного индикативного плана на 2021 год увеличить показатели доходной части. Я еще раз говорю, индикативного плана на 2021 год, друзья, вы должны это понимать, что за основу берется индикативный план, представленный в парламент, что является основанием для исчисления того, что я сейчас буду озвучивать. По налогу на добавленную стоимость на товары, работы и услуги, возимые на территории Республики Абхазия, на 70 миллионов, что составит 911 миллионов. При этом сумма поступлений на 35,7 меньше планируемой на 2020 год. В заключении контрольной контрольной палаты, на проект бюджета 2020 указано, что сумма необоснованно занижена. И в заключении на 2021 год указывается, что не представлено обоснование уменьшения поступлений. Второе. Доходы от внешнеэкономической деятельности увеличиваются на, то, что я говорила, на 12 миллионов рублей. Вот. Доходы от перечисления чистой прибыли, остающиеся после уплаты налогов и иных обязательных платежей республиканских унитарных предприятий, увеличить на 4,4 за счет увеличения поступлений от Рицинского реликтового парка на 1,8 и Абхазтов 2,6. А? Да. Более того, в течение 2021 года Кабинету министров предлагаем рассмотреть вопрос зачисления дивидендов Абхазтопа долевого участия ООО РН Абхазия непосредственно республиканский бюджет, что должно, контрольная палата тоже это предлагала рассмотреть этот вопрос, порядка 40 миллионов рублей. С учетом исполнения 2019 года предлагаем увеличить на 5 миллионов прогнозный показатель поступлений в резерв коммуникационного, прошу прощения, уже доступ, порядка, исполнение порядка 37 миллионов рублей. Вот. Доходы в виде пени за просрочку приватизационных платежей, на что указала нам контрольная палата. И вот сейчас мы как раз-таки обсуждали этот вопрос с контрольной палатой. Это приватизационных платежей увеличить на 50 миллионов рублей. Согласно заключению контрольной палаты, задолженность по данному виду доходов составляет порядка 80 миллионов рублей. Итого по доходной части предлагается увеличение 141,2 миллиона рублей. С учетом озвученных выше изменений предлагается перенаправить высвободившиеся средства на следующие расходные обязательства. Увеличить расходы по подразделу 0402 «Строительство», раздел «Национальная экономика» 91 миллион рублей на проведение ремонтных работ высоковольтной линии электропередач Ачигвара для возможности решения вопроса энергосбережения. Энергодефицита. По подразделу 0405 «Промышленность, энергетика, связь, транспорт», раздела 0420 «Национальная экономика» представить дотацию РУП «Черноморэнерго» на проведение мероприятий по установке счетчика электроэнергии на 100 миллионов рублей. Увеличить дотации пенсионному фонду на 26 миллионов рублей, увеличение доплат пенсионерам, не являющимся получателями пенсии иностранного государства, то есть те, кто не получает пенсию российского государства. Итого 217 миллионов. По подразделу 0801 «Медицинская помощь населению» раздела здравоохранения на Республиканский наркологический центр для приобретения аппарата для выявления наркотического опьянения и лечения пациентов, страдающих наркологическим заболеванием, порядка 12 миллионов рублей. По подразделу 0111 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 01020 «Общегосударственную поддержку 10 независимых СМИ»
6 миллионов рублей. Мы это говорили, но мы посчитали, депутаты, лучше это отобразить в бюджете и закрепить законодательно, нежели чем завтра опять обсуждать этот вопрос. По подразделу, значит, 10.2.0 физическая культура, спорт и молодежная политика, 500 рублей на площадку в новом районе, детскую спортивную площадку, 500 тысяч рублей. По подразделу 11.10 другие вопросы в области социальная политика, увеличение целевых программ, связанных с обеспечением жилья, это 5 миллионов рублей на поддержку молодых семей. Вот, и по подразделу социальная защита, дом-интернат для престарелых инвалидов. Мы уже второй год ставим вопросы для приобретения машины для дома престарелых. Это 500 тысяч рублей. До сих пор нас никто не слышит. Это из-за ковида всего лишь, не потому что не слышат. Да, ну, итого всего, значит, 241 миллион. С учетом вышеизложенных изменений доходная часть республиканского бюджета составит 8 миллиардов 643, расходная 8 миллиардов 766 тысяч рублей, и дефицит остается на прежнем уровне 123 миллиона 193 рубля. По районам существует также, вот я хотела бы отметить, что к нам тоже поступили заявки от районов, в частности, Очимчира, это приобретение трактора, и Гагринский район не может приобрести 3 мусоровозочные машины. Тоже просит учесть, потому что у них нет возможности для приобретения. Гагра, например, осталась полностью без машин автотранспорта, связано с уборкой мусора. Спасибо за внимание. Проект бюджета республиканского формировался начиная с июня месяца текущего года. В основу основных проектировок и сценарных условий были заложены параметры социально-экономического развития на 2021 год. Несомненно, здесь подтверждение есть тому, что они идентичны 2020 году. Соответственно, такие показатели не могут являться как основными, могут являться базовыми, но как основными для проектировки бюджета не могут быть, потому что при проектировке бюджета учитываются и другие факторы, к примеру, такие как ожидаемая оценка исполнения, уровень администрирования, ну и самое, наверное, главное, уровень влияния той ситуации, в которой мы с вами в этом году находимся. Это снижение экономических показателей, связанных с ситуацией с коронавирусом. Вот эти все компоненты послужили основным лейтмотивом при формировании доходной части бюджета. Здесь хотелось бы обратить внимание на экономические показатели и бюджетные параметры доходной части, которые сокращаются на 253 миллиона рублей собственных доходов. При этом общая доходная часть сама возрастает на 503. Она вызвана изменением объема финансовой помощи, которая будет оказана в следующем году. Но, тем не менее, сокращаются собственные доходы. Хочу здесь напомнить вот о чем. Мы посмотрели всю ретроспективу прохождения бюджета 2020 года, как он начинал свой путь. Вот, путь он начинал и попал в парламент не с такими показателями, разумеется, которые мы сейчас исполняем, ну, в основу, которые 9 января были приняты текущего года. Дело в том, что вот именно на сессии при утверждении парламента в увеличении доходной части, а непосредственно такому администратору, как Государственный таможенный комитет, было увеличено 200 миллионов рублей. Вы, наверное, помните об этом, да? Вот, 200 миллионов рублей. Соответственно, под эти 200 миллионов рублей были предложены расходы исключительно на повышение доплат. Вот, Валерий Ильич, о чем вы говорите, на повышение доплат, да, к пенсиям лицам, которые не получают пенсию иного государства. Дело в том, что, как показало исполнение бюджета, именно эти 200 миллионов рублей оказались теми средствами, которые бюджет недополучил. Но средства, которые оказались расходными обязательствами, я вот о которых сказал, они стали постоянными и будут постоянными. В текущем году они оцениваются в 220 миллионов рублей. То есть, что произошло? 220 миллионов рублей были приняты как постоянные расходы, и 200 миллионов рублей, разумеется,
в бюджет не поступило от администрирования доходов Государственного таможенного комитета. Несомненно, к 2021 году мы не могли подойти аналогично. Несомненно. Понятно, эти 200 миллионов рублей, если они в 2020 году увеличили доходную базу бюджета и не поступили, то с учетом влияния коронавирусной инфекции на общую экономику в 2021 году уже, разумеется, не будет. Ну и, конечно, по индикативному плану таких показателей не может быть. Для сведения я хочу сказать, несомненно, уважаемым депутатам, присутствующим всем, 30 декабря сведения, ежедневный баланс бюджета, недопоступило в страну 878 миллионов рублей. Проект бюджета на 2021 год формируется с показателями дефицита 123 миллиона рублей. И есть обсуждение, предложение, значит, увеличивать доходную часть. Это те ресурсы, на которые мы можем смело, с сегодняшнего дня говорить, что вероятность их получения, она минимальна. Председатель Государственного таможенного комитета, он, конечно, скажет об этом свое мнение, но на наш взгляд это так. Теперь, что хотелось бы сказать я, наверное, много говорю, но тем не менее, о доходах это такая позиция. С учетом ожидаемой оценки бюджета текущего года, проект бюджета 2021 года уменьшил доходную часть по уплате государственной пошлины. Это обусловлено тем, что средства в доход бюджета в 2020 году по госпошлине поступали за обмен абхазских паспортов. Большая часть которых уже заменена. Но, разумеется, на следующий год мы такие доходы тоже не можем поставить. Они не могут быть постоянными. Паспортизация в большей части заменена, паспорта, да, естественно, доходов уже столько не будет. Вот к таким подходам мы отнеслись предельно внимательно, очень, очень аккуратно. Сразу наперед хочу сказать, что особый акцент мы делали на наши районы. Они являлись для нас приоритетными, потому что, повышая налоговый потенциал в районах, давать им возможность развиваться, в том числе и через программы, о которых я хочу сказать. Расходная часть, самое главное, задача стояла ни в коем мере не снижать расходы 2020 года по объему. Это, на мой взгляд, самое главное, чего мы сейчас все вместе рассматриваем. Расходов в бюджете, в проекте бюджета 2021 года... Нет доходов, как расходы может быть? Ну, я же говорю. Расходов меньше... Нет, я сейчас объясню. Расходов меньше не стало. Отдельные расходы были замещены увеличением финансовой помощи. Я просто депутатам еще раз от себя хочу сказать, это важный показатель. Несмотря на то, что мы находимся в ситуации чрезвычайно сложной, я сказал сумму, которую бюджет на 30 декабря недополучает, 878 миллионов рублей. Ее гораздо, ожидалось 2 миллиарда. На 1 800 000 000, на 1 200 000 000 этот показатель уменьшился. И честно могу сказать, благодаря усиленному и повышенному администрированию главных наших органов таможенного и Министерства по налогам и сборам, неналоговых доходов, так называемых, включая штрафы, о которых или пени, штрафы и пени за неуплату средств по объектам приватизации, это, конечно, нужно взимать, но дело в том, что там сложно, вы сами прекрасно знаете, взимание суммы основного платежа, не то что штрафов по ним. Теперь о расходах хочу сказать. Коротко тоже об этом. Дело в том, что ни одна программа, которая представляется как проект бюджетных ассигнований в проекте закона, ни одна программа не формировалась и не создавалась личностью, отдельными амбициями, эмоциями. Мы
обратили вот на что внимание. Дело в том, что вы все помните прекрасно, когда у нас была закрыта граница. Изменения очень сильно повлияли на экономику, но самое важное произошло, я об этом очень часто говорю, вовлечение земли в оборот в 3-кратном размере. Одновременно стали проводиться Министерством сельского хозяйства агротехнические мероприятия. Мероприятия по защите болезней растений, ну и многие другие. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства сидит, он тоже рядышком, он подробно скажет. Исторический рекорд достигнут по экспорту собственной сельхозпродукции. Проведя совещание с аграриями, с представителями крестьянско-фермерских хозяйств, естественно, было сделано предложение о продолжении этих мероприятий. Ну, полечили, как говорится. Провели другие мероприятия, но, разумеется, надо, чтобы дальше эффект был, какая-то конкретная цель, которая стоит. Подходя к этому проекту, мы оценивали не только экономические показатели, но и социальный аспект. Несомненно, это повысит занятость населения, сократит безработицу. Вот. Это, наверное, очень важно, вовлечет людей в работу. Я уже об этом говорил, Беслан Цыбович Жопова, представляя проект, и прежде всего на мое обращение о том, что вот 15 и 100, я вот говорил, еще повторюсь, он говорит, я знаю, что это мало, но это на самом деле мало, как оказалось. 40 тысяч тонн цитрусовых. Данные 2 дней, на 28 число. Исторический рекорд у нас. Поэтому такая позиция, да, вот именно поддержать, вовлечь людей в трудоустройство. Наталья Викторовна правильно сказала, очень правильно сказала, должен быть мультипликативный эффект. Дело в том, что выращивая сельхозпродукцию, наверняка можно не все сбывать, в том числе и заниматься там внутренней переработкой. Разумеется, чтобы оборачиваемость средств была в стране намного быстрее, они не 1-2 раза, а может быть еще быстрее. Обратно вернусь к ситуации весна-лето текущего года, когда были жесткие ограничительные меры приняты. Еще раз повторюсь, публично, я об этом тоже говорил, выражаю признательность нашему предпринимательскому сообществу. Ни на минуту страна не почувствовала продовольственный кризис. Но это тоже, наверное, важно очень. Проводились масштабные совещания с представителями бизнеса, которые озвучивали следующее. Мы готовы там заниматься, мы готовы заниматься и дальше этим, но у нас ликвидности нет. Дайте нам оборотные средства. Кредиты очень дорогие, 24-36. И длинных кредитов тем более нет. Вот именно поэтому была разработана инициатива, и бюджетные ассигнования предусматриваются в бюджете на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. Это же обратная связь. О механизмах, как это будет реализовываться, мы уже говорили. Все программы, и сельское хозяйство, и, разумеется, поддержка субъектов предпринимательства. Ни один рубль бюджетных средств по программе сельского хозяйства не будет отпущен из бюджетной системы при отсутствии обоснований, при отсутствии утвержденной, разумеется, до конца программы и так далее. Второе. Средства на реализацию мероприятий. Мы и сейчас это не делаем, не отпускаем, пока всех обоснований нет. Ни одни средства не будут отправлены в случае утверждения программы и по
поддержки субъектов предпринимательства, да, не будут направлены в виде прямых бюджетных ассигнований. Не будет этого. Цель и задача следующая. Заняться не восстановлением, мы ж бизнес услышали, а заниматься развитием, дать возможность занимать средства в кредитных организациях, а государство, что предоставляло гарантии на субсидирование процентной ставки. Мы провели совещание с председателем Национального банка. Сделали предложение следующего характера, если не возражают. Значит, участники мероприятий по реализации этой программы. Министерство экономики, Министерство по налогам и сборам, Министерство финансов, представитель Национального банка и по согласованию депутаты парламента. Если вы примете это. Вот такие вот основные параметры и характеристики бюджета мы представляем. Дело в том, что бюджет, как всегда, сбалансирован. Нам хотелось бы, чтобы не было дефицитного бюджета, но, к сожалению, пока этого не получается. У нас все-таки дефициты, с которым мы будем заходить, разумеется, в Новый год. Это тоже не совсем плохо. Это вот вселяет надежду, что, значит, надо больше работать для того, чтобы искать источники покрытия дефицита. 123 миллиона рублей. Кредиты Национального банка там, и других кредитных организаций. При этом на комитетском заседании мы услышали, что есть задолженность по обязательствам за выполненные работы, там капитальные работы, если не ошибаюсь, строительным организациям, более 600 миллионов рублей. Но я так полагаю, иметь задолженность в таких объемах, и сегодня вы прекрасно знаете, наверное, и слышите, какая задолженность числится по системе здравоохранения, по оплате лечения наших граждан за пределами республики в лечебных учреждениях России. За обучение наших граждан по программе кадрового обеспечения системы Минздрава. И эти расходы мы не можем оставить, не можем их физически, это обязательства принятые. Их оставить и двигаться с новыми. Завтра эти новые обратно туда добавятся, к ним же обратно. Это вот характерная особенность. Так, на мой взгляд, постоянно продолжаться, честное слово, не должно. Это вот будет переходить обязательно. Потом через какое-то время будет судебное решение. Все, теперь вместо обязательств будет сверху судебное решение лежать. Надо его будет исполнять. Поэтому, оценив все эти обстоятельства, все риски, непосредственно взвесив то, что может нас ожидать в следующем финансовом году, мы предложили на ваше рассмотрение, на ваше утверждение в установленном законом порядке проект закона. Хочу сказать об особенностях текущего года. Цифры звучат внушительные. Вчера из интервью министра здравоохранения 141 миллион рублей, это показатели общие, достоверные, все правильно, 141 миллион рублей направлен на борьбу с ковид. Дополнительные, вообще нигде не предусмотренные средства. Плюс целевая программа. Итого 257 миллионов с целевой программы. 257 миллионов рублей в этом году все граждане наши, налогоплательщики прежде всего, там, участники внешнеэкономической деятельности, это все то, что нам помогло защищать наших граждан от этой болезни. 40 миллионов рублей на следующий год, да, разумеется, не хватит. Это 100% не хватит. Но мы хотим систематизировать за счет собственных бюджетных средств какую-то сумму, чтобы понять, как целевую программу дальше вести. Говорил на комитетском заседании, 100 тысяч рублей в день обходится Айтар. 100 тысяч рублей в день. 8 миллионов рублей в день обходится в неделю только лекарственное обеспечение Гудаутского госпиталя. Это только ковид.
не считая других болезней. 12 миллионов рублей в месяц обходится дополнительная выплата медицинским работникам, занятым в борьбе с коронавирусом. 12 миллионов рублей в месяц. С марта месяца выплата идет. Вот к таким расходам с такими расходами мы имеем дело. Несомненно, то, о чем выражают озабоченность, мнение депутатов, это точно очень важно, это необходимо делать. Но в этом смысле, Валерий Ильич, мы обсуждали, я вот скажу то, что мы обсуждали в комитете, что если есть возможность, стране нужно закончить финансовый год и перейти. Нам надо посмотреть, с чем мы перейдем. Нам надо увидеть, что мы будем иметь. Слава Богу, в следующем году продолжится мероприятие по индексации заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Это очень хороший фактор. Что текущая ситуация в экономике и почему доходы бюджета 2021 года у нас, как вы говорите, занижены. Объем ВВП равен 538 миллионов долларов США или 2194 доллара США в расчете на душу населения. К примеру, в 2013 году он был равен 778 миллионам долларов или 3217 долларов США. То есть за рассматриваемый период падение составило почти 50%, а точнее 44,5%. Конечно, я не берусь сейчас анализировать объективные и субъективные причины такой ситуации. Конечно, здесь и удвоение курса доллара, и в целом экономический кризис, и сейчас в условиях пандемии не могли не сказаться. Но это текущая ситуация, в которую мы вошли. Далее, общая численность занятых в 2019 году составляла порядка 42 188 человек, или 29% от общего числа трудоспособного населения. То есть несколько лет назад этот показатель составлял почти 40%. Это к тому, в какой ситуации мы сегодня находимся. То есть, следуя официальной статистике, 29% трудоспособного населения имеют работу. Реальные доходы населения в связи с удвоением курса доллара США по отношению к рублю снизились тоже на 52%. Средний размер пенсии еще 3-4 года составлял 10 179 рублей, с тех пор не изменился. При этом стоимость прожиточного минимума составила 7 164 рубля или 72% от уровня доходов. Далее, средний размер абхазской пенсии со всеми доплатами составлял и составляет по-прежнему 1816 рублей. То есть 15 тысяч мы так и не достигли, а прошло уже очень много времени. Соотношение количества работающих – это очень главный показатель. Да? Мы можем очень много говорить с вами, определяя цели и направления расходов бюджета, но есть самое главное обстоятельство, которое мы должны с вами учитывать. Соотношение количества работающих и пенсионеров в республике составляет 0,91. То есть речь идет о том, что у нас сегодня экономика практически не работает. И в этой ситуации мы сейчас с вами должны фактически принимать бюджет зарплаты. Бюджет 2021 года – это не бюджет решения вопросов социально-экономического развития страны, это бюджет зарплаты. Вы прекрасно понимаете, что первые 3 месяца года, первый квартал в показателях дохода практически нулевой. Дай бог, чтобы мы справились с обязательствами по выплате заработной платы. А, соответственно, ваши предложения абсолютно обоснованные по линии энергетики. Абсолютно с вами согласны и благодарю депутатов парламента, которые этот вопрос ставят. Вопрос восстановления Ачегвары можно было решить и 3 года назад, и 2 года назад, и сегодня мы его обязаны решить. Техническая целесообразность существует именно временной период январь-апрель. Но здесь есть один нюанс, да? Учитывая ограниченность доходов в этот период, единовременно выплатить такую сумму на восстановительные работы по данному направлению будет, конечно, сложно. И мы, безусловно, даже если это предложение будет воспринято или нет, мы в любом случае изыщем источник и этот вопрос будем решать. Потому что кризис 2020 года энергетический, поверьте мне, если мы ситуацию в энергетике не изменим, 2021 год будет, возможно, еще и сложнее. Поэтому мы с вами в этом смысле
Абсолютно согласны. Потом, что касается, значит, мобилизации средств по линии связи. Но здесь есть тоже закономерно, наверное, правовое немножко несоответствие. Если вы прекрасно знаете, вы принимали закон о связи, там четко прописано, что все доходы, извлекаемые именно по этой линии, направляются исключительно на связь, а значит, принимают данные. То есть, да, но в целом... Сейчас вопрос как раз-таки на комитетских заседаниях уже обсуждали, это вот и в рамках, я с вами здесь тоже согласен. Теперь, Наталья Викторовна, абсолютно с вами согласна и считаю, что депутаты это должны знать, что касается инвестпрограммы. На мой взгляд, действительно, слабый уровень контроля или администрирования этого направления привел к не очень хорошим и утешительным результатам. И вы правильно говорите, что были большие остатки. Но проблема в том, что государство потеряло эти деньги. Вот если вы ознакомитесь, а я рекомендую депутатам парламента очень внимательно почитать результаты счетной палаты, акта счетной палаты. Я вам официально перешлю акты счетной палаты Российской Федерации по итогам 2017 и 2018 годов. Если вам интересно... Если вам не сложно меня заслужить, я к чему, Наталья Викторовна, может, вы нас отдельно пригласите, я вообще бы, честно говоря, приняла бы предложение депутатов и по инвестпрограмме с вами очень предметно поработала бы, потому что я сейчас очень плотно в этом вопросе, значит, сталкиваюсь со сложностями и обязательствами абхазской стороны из-за нашей некомпетентности и безответственности. Могу сказать, что Республика Абхазия, государство наше за последние 5 лет потеряла несколько миллиардов рублей из-за того, что мы не смогли обосновать свои расходы. И, на мой взгляд, это очень серьезное упущение со стороны органов госуправления, которые должны были отвечать за этот процесс. И правильно говорите, Наталья Викторовна, если бы контроль был бы жестче, возможно, за эти деньги мы бы закрыли бы и банковский кредит, и долги перед строителями, и тот же железнодорожный кредит. То есть сумма потерянных средств эквивалентна этим обязательствам. И я считаю, что я готова вот после Нового года, если вы изъявите желание, я приду со всеми документами, и мы с вами очень предметно по этому поводу поговорим. У меня все. Я думаю, что нужно обращать внимание и читать заключение контрольной палаты не сегодня и не вчера, а читать его нужно гораздо раньше и принимать по нему решение. Если этого не будет, мы будем иметь ситуацию дальше такую же. Что касается того, что говорила Наталья Викторовна, председатель комитета, я с ней согласен. И могу также подтвердить, что также согласен в каких-то позициях и с министром экономики. Мы не получаем той информации, необходимой для того, чтобы делать соответствующее полное, развернутое заключение. То есть, опять-таки, нет решения. Если очень много в рамках заключения идет непосредственно такая фраза «не представлено, не представлено, не представлено». Такого не должно быть. Я не могу сегодня четко констатировать и говорить, что бюджет обоснован или не обоснован. То есть это вот последнее, я хочу зачитать последний абзац нашего заключения. В связи с тем, что Контрольная палата Республики Абхазия с данным законопроектом не представлены соответствующие нормативно-правовые акты, договоры, соглашения или их проекты, расшифровки расхода, являющиеся основанием для прогнозирования расходной части республиканского бюджета на 2021 год, то Контрольная палата Республики Абхазия не представляется возможным подтвердить или опровергнуть обоснованность расходной части республиканского бюджета. Вот такая вот формулировка последняя. То есть, но я хотел бы еще раз обратить внимание. Мы тоже являемся таким же участником этого процесса бюджетного. То есть законодательство дало такое право. То есть парламент дал, законодатель такое право. То есть существует сегодня контрольная палата. Есть заключение контрольной палаты. Над ними надо работать. И работать постоянно. Я думаю, что не будет всего этого, того, что здесь происходит. То есть мы об этом пишем практически каждый год. А на одни и те же грабли натыкаемся каждый год. Вот что я хочу сказать. Приоритеты выставлены в этом бюджете, да? А приоритетов у нас 2 на самом деле, потому что текущий год показал, что самая большая проблема, с чем столкнулось государство, это пандемия, это болезнь, с которой мы должны бороться. И за полгода этого года мы потратили 150 миллионов в среднем на борьбу с этой болезнью, а на следующий год у нас заложено всего 40 миллионов. Я возвращаюсь опять-таки, но мы же понимаем, что этих средств не хватит. Это
первое. И второе, мы, конечно, можем помогать малому, среднему бизнесу, можем им как-то какие-то деньги давать, но тем не менее, я скажу, что никакой малый, средний бизнес не выживет, если у него не будет энергетики. И наши люди в том числе не выживут, да, если у нас света не будет. Поэтому два приоритета. Это Чагварская линия, на сегодняшний день, и они в бюджете не отражены. Мы можем спорить, и это мое мнение, я могу быть неправ. Но есть там несколько, 3-4 вопроса, которые стоят об изменении в этом бюджете. Я все-таки предлагаю по каждому из этих вопросов проголосовать, те, которые пройдут, внести эти изменения и принять бюджет с этими изменениями. Это было бы правильно, а то у нас никогда спор не закончится. Недавно проходил комитет по бюджету, он проходил 6 часов. Сейчас он тоже столько же может пройти, да, и мы опять ни к чему не придем. Голосование, если кто-то считает, что это не так, может поднять руку, проголосовать за или против. Давайте по каждому из этих вопросов проголосуем, примем это. И примем бюджет. Определенного короткого периода времени мы соберем комитет, и вот оперативные вопросы предложим, и также внесем в законопроект, что мешает это сделать. Почему мы должны все время в опережении всего очень ситуативно вести такого рода вопросы? Ничего же не мешает. У меня тоже ряд предложений есть, но они не учтены в этом списке, который комитет формально. Законом об оружии. Да. Ничего не мешает. В течение месяца доработаем программу. Если мы частично будем вкладывать в любую отрасль экономики деньги, растягивая, да, револьверно, то у нас это всегда удорожание будет. Я согласен с коллегами, которые говорят, что это первичная, это кризисная ситуация, и мы обсуждаем вкладывать в сельское. Я согласен, сельское хозяйство это серьезный инструмент для нас. Но сегодня мы останемся без электроэнергии и обсуждать, включать 100 миллионов рублей на ремонт Чагвары или 100 миллионов рублей на счетчики, которые, хочу заметить, 100 миллионов рублей это охват 10 тысяч абонентов минимум. 10-12 это минимум, я говорю, это кто сталкивался, знает, здесь энергетики, если были бы, кто занимался, знает, это экономия электроэнергии на 30%, увеличение банплаты процентов на 80-90, и мы хотим вот это сегодня потерять и обсуждать какие-то вопросы. Я считаю, что это у нас подход не то, что не государственный, мы просто не объективно подходим к вопросам. Энергетику надо спасать. Все время мы это, за 3,5 года, что мы здесь работаем, одно и то же, один руководитель был, второй, третий, говорится об одном и том же. Другой возможности восстановить Чагвару у нас не будет. Мобилизовать в бюджете сразу, единовременно такую сумму на проведение работ в столь короткий период будет сложно для бюджета в этот период. Там доходность низкая в этот период, понимаете? А нам надо делать именно февраль-март. Если бы речь шла о середине года, я бы даже не комментировала. Мы бы мобилизовали эти деньги, но их просто не будет. Дай бог нам зарплату выплачивать. Поэтому я планирую вносить соответствующие изменения, корректировки в инвестпрограмму. Если, коллеги, в принципе, министр финансов такой вариант предлагал, давайте мы все-таки сейчас в параметрах, которые предложены, примите бюджет. У нас надо будет готовить в любом случае, скорее всего, мартовские поправки, потому что там планируется ряд мероприятий, там, скорее всего, необходимо будет решать по расходной части дополнительные какие-то вопросы. И мы, соответственно, с учетом текущей финансовой ситуации будем принимать более выверенные решения. Мы же сейчас обременим бюджет, а потом мы его не будем выполнять физически. Нам все равно придется изыскивать средства, потому что их собрать в этот период будет сложно. Но почему здесь и сейчас? Густонаселенные районы, в первую очередь, где перенагружены, я последовательно, это Сухум, Гагра, Гудаута. И именно в этих густонаселенных районах
да, первоочередная задача поставить автоматизированную вот эту вот систему. То есть здесь уже говорилось сразу же, что мы получаем ежесекундно после установки. Это экономия электроэнергии в самых густонаселенных районах. Да, но платежи мы чуть-чуть позже, да, увидим на выходе. 90-95%. Ну, то есть это собираемость общая против 37 максимальной. Против 37 максимальной. И почему важно отразить в бюджете, о Че-Гевару пару слов тоже хочу сказать. Кристина Константиновна, как вы сказали, в любом случае вы должны изыскать эти возможности, да? Да, то есть в любом. Поэтому это первоочередные задачи мы хотим отразить в бюджете, нас тоже, вот, поймите, как бы население нас об этом просит, и мы сами это понимаем. То есть я прошу вот, коллег не рубить бюджет, бюджет важный, да, закон для страны, но вот эти изменения я прошу иметь понимание, что они сегодня нужны. Я вам хочу сказать о возможностях января, февраля, марта. Мы уже ожидаемую оценку сделали, минус 550 будем ждать, если не будем так же наращивать активно, как вот сентябрь-октябрь месяц. Пример приведу. Бюджет 2020 года, перечень объектов, подлежащих ремонту и реконструкции за счет средств республиканского бюджета. 200 миллионов рублей. Вы прекрасно видите исполнение. Сколько исполнилось? 8%. 91 миллион рублей или какая-то другая цифра. Это просто, уважаемые депутаты, это просто ассигнование. Под ними нет записать 91, либо другую цифру и потом увидеть, причем это фактически увидеть, что таких средств нет, и цели, задачи, которые ставятся, они не будут достигнуты. Вопрос в том, вы нам можете сказать вместе, министр финансов в первую очередь, министр экономики, вы сможете изыскать средства. Нам все равно. Извините меня, помощи, которая нам идет, или вы у кого-то там займете, я не знаю, я уже 7 раз это сказал. Но вы можете нам сказать, что мы, например, вы проголосуете за этот бюджет, условно, эти 90 там с копейками миллионов мы найдем, мы начнем ремонт. Можете сказать или нет? Я вам говорю, что мы будем изыскивать источники в рамках инвестиционной программы, потому что это можно будет сформулировать и сделать сразу, если вдруг такое решение будет принято. Есть процедурные вопросы, которые необходимо будет провести. Понятно, что нужно будет лишить какое-то направление этих средств, переориентировать его именно на эти цели. Поэтому такая задача перед нами стоит. Более того, на реплику Дмитрия Григорьевича хочу ответить, что мы не голословны, когда говорим, что мы этим вопросом занимаемся. Этот вопрос мы ставили дважды на совещании в Минэнерго Российской Федерации, когда готовили вопрос по остановке Ингургэс. И в протоколах этих совещаний как раз вопрос ремонта линии Че-Гевары стоит. Поэтому говорить сейчас, что, понимаете, давайте думать, откуда брать, я не могу вам такое предложение делать. Я вам говорю, что правительство будет пытаться решить этот вопрос именно таким образом. Если эти деньги будут в бюджете предусмотрены, значит некая страховка у нас будет на случай, если что-то пойдет не так. Но при этом, я же вам говорю, что мы будем решать этот вопрос в рамках инвестпрограммы. Бюджет это не то, что вот панацея, его не трогают. Нет, это живой организм, его можно обыгрывать, если будут денежные ассигнования. Но я хочу сказать, как только мы примем, если у нас организуются какие-то фонды экономии и возможности перенаправить, можно переориентировать денежные средства, нам никто не помешает сделать, образно говоря, возместить, вернее, полностью, так сказать, не использовать, а перенаправить на другие цели. Все. Мы вернем и перенаправим на сельское хозяйство. Как? Что увеличивать? Не можем мы, как? За счет дефицита. Я одно хочу сказать, что мы сегодня ведем большие переговоры с российской стороной, с Министерством сельского хозяйства. Они нам хотят изыскать из своих средств и показать нам помощь. То, что мы сегодня имеем урожай или что-то, это не наша заслуга. Мы в этом году, в 2020 году, мы 1 рубль не смогли крестьянам дать. 1 колышек им не забыли ни в одной программе, в которой они участвовали. Все, что сегодня... Я вам скажу, почему мы говорим увеличивать. Мы
Мы ничего мы не сделали. 130 миллионов, то, что было на борьбу с кредитами, это было соглашение. Мы использовали соглашение, освоили и результат получили. Мы сегодня... Это российские деньги. У нас, возможно, их не будет в этом году. Мы еще не согласовали ни один проект, но мы, если не продолжим эту программу, 100 миллионов расписано. Расписано по гектару, если вы видели. Если вы хотите объяснить это людям, пожалуйста, объясните. Мы объясним это. Вот сейчас начнется, практически будет плохая погода, мы все перейдем, у нас опять не будет электричества. Проблема в Ачегваре, это первое. Ну, прошу прощения, ваши пассивные работы, откровенно говоря, образно говорю, Безлацыпович, остановитесь, а! Остановитесь! Начинаются позже. Мы хотим от Министерства финансов услышать одну вещь. Мы все, я так понял, мы все остальные вопросы отклоняем. У нас один вопрос, который на 100 миллионов. И то только связано с техническими делами. В конце концов, неужели парламент не может попросить, пусть это как дефицит, воспринимайте как хотите, найдите, что урезать, я не знаю, хотите урежьте часть парламента, нет вопросов, но 100 миллионов найдите и решите этот важный для всех вопрос. И еще плюс 200 миллионов. Не надо плюсы-млюсы, давайте один вопрос. Один вопрос решим, слушай. Слушайте, один вопрос, потому что он технически исполняется сейчас. Ну, За один год вернешь. да послушайте сюда, давайте технически. Наталья Викторовна сказала, в конце концов нам никто не мешает. Через полгода... Январь-февраль месяц. Начало и реализация программы, включая 97 миллионов рублей в бюджет. Скажите, мы все здесь по земле ходим. Мы сможем обеспечить январь-февраль месяц? Включим мы туда в бюджет? Сможем? Скажите. Январь-февраль месяц. Подождите. Депутат, уважаемые депутаты, можно закончу? Предложение можно? Надо же в реальность смотреть, надо в очевидные вещи, уважаемые депутаты. 15 раз нам пытаются объяснить, что этих денег нету. Что мы из них выжать хотим объяснить? Давайте попробуем, это же общее дело, слушайте, в невероятное, куда мы смотрим. Министр экономики ведет активные переговоры по источнику за счет инвестпрограммы. Давайте так попробуем. Задача стоит январь, или какой январь-февраль, да, или март в крайнем случае. Наталья Викторовна, очень хорошее предложение ваше. Давайте мы поступим следующим образом. В любом случае это надо делать. Мы да? это сделаем, Переговоры проведем с Национальным банком, по предоставлению кредита, условно скажем, РУП Черноморэнерго, гарантом станет правительство. Пока будут переговоры вестись, это будет делаться. Вот, я считаю, что... Вопрос, пожалуйста, дайте кратко. Вы включаете в бюджет или не включаете? Что подожди, потому что 4 часа ждем. Подожди. Параметры бюджета, общее предложение, параметры бюджета сохранить. В конце февраля, в начале марта уточнять параметры в любом случае будет. Бюджет, вот Наталья Викторовна часто об этом говорит, мне подсказывает, это живой организм. Это организм, который подвержен жизнью людей. Ну как так? Бюджет, естественно, тесно связан с уровнем развития нашего государства, с доходами граждан. Но, наверное, можно чаще возвращаться к нему. Вот что сейчас произошло в начале сессии, которая в парламенте проходит? Внесены изменения в бюджет 2020 года, которые к чему привели? Привели к увеличению уровня доходов наших граждан, отдельных работников. Но это же можно делать регулярно.
Ну как же так, если такая возможность есть? 123 миллиона рублей прогнозируется. Ну да, дефицит там вырастет 500, 600, 900 миллионов. И что? Это же нереалистичные суммы. Они просто нереалистичны. Бюджет должен быть прогнозируемый по реальным возможностям. Жить надо по реальным и реалистическим. Мы оценили все. Я еще раз повторюсь, 30 декабря исполнение общего бюджета, которое оценивалось, вернее, выпадение в 2 миллиарда, сегодня 878 миллионов. Вот с таким показателем мы будем переходить на следующий год. Спасибо большое. Убедительная просьба поддержать инициативу. Кстати, хочу сказать о программе поддержки малого и среднего бизнеса. Такая инициатива была проявлена в 2016 году и нашла полную безусловную поддержку в законе о республиканском бюджете в объеме 300 миллионов рублей. После введения НДС. Да, 300 миллионов. Ну, к сожалению, там, правда, по объективным причинам, эта программа не смогла реализоваться. Поэтому 300 миллионов рублей, конечно, мы такой объем, сейчас точно не можем, предложить. Но начнем. Это инструмент, который будет работать на софинансирование. Там не будет прямых бюджетных денег. И это, наверное, очень важно, наверное, на мой взгляд. Я убежден просто в этом. Мы много реализуем совместных таких программ, и это не исключение. Таким образом, проект закона о республиканском бюджете на 2021 год отклонен парламентом Абхазии. Комитету по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам поручено его доработать с учетом поступивших поправок и внести на рассмотрение в Народное собрание.